Телевидение уже много лет остается самым массовым и доверенным источником информации. Оно обладает уникальной силой не просто показать события, но и погрузить в него зрителя, заставить сопереживать, радоваться или задуматься. И здесь, на НТРК «Магаз», эту миссию несут каждый день. 3, 2, 1, мотор, начали. Доброе утро, дорогие телезрители! Всемирный день телевидения учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1996 года в честь первого Всемирного телевизионного форума, который прошел под эгидой Всемирной организации в том же году, 21 ноября. Первые празднования прошли в 1997 году. С тех пор праздник отмечается ежегодно в разных странах, включая Россию и ряд государств СНГ. В Ингушетии вещают два телеканала НТРК «Магаз» и ГТРК «Ингушетия». Тележурналисты региона ежедневно отслеживают наиболее важные новости, всегда находятся в центре событий, происходящих не только в Ингушетии, но и в стране. Телевизионщик – это вообще такая особая профессия, не распространенная, к сожалению, в нашем регионе, но тем не менее телевидение смотрят, его любят, им интересуются, и я желаю нашим коллегам больше продуктивности в творчестве. Ядро нашей телекомпании – информационно-аналитическая служба. Каждый выпуск новостей начинается вот с такой планерки. Здесь рождаются идеи, определяются главные темы дня, идет мозговой штурм. Это место, где не боятся спорить, чтобы в итоге родилась лучшая версия для вас, наших зрителей. Выпуски новостей у нас начинаются с раннего утра, то есть и в 6, и в 7, и в 8, и в 9 часов у нас выходят короткие новости, евроблоки мы их называем. В 12 часов уже ведущий выходит в эфир из нашей студии, в 12, 16, 19 и 21 час это у нас оригинал, мы в прямом эфире вещаем. Также в 14:00 у нас выходит Хомыш, а в промежутке между эфирами у нас каждый час выходят евроблоки. Акцентируем свое внимание на оперативность. То есть поступает сигнал, поступает какая-то новость, да, мы сразу же проверяем по официальным источникам. И если есть необходимость, то сразу же отправляем съемочную группу на место. А это голос и лицо нашей компании в полях. Корреспондент, тот, кто всегда на передовой. Дождь, снег, жара, неважно. Нужно быть в эпицентре события. Быстро сориентироваться, задать правильные вопросы и уложиться в хронометраж. А потом бежать в редакцию, чтобы успеть к эфиру. Задачу, которую я перед собой ставлю, если я уж хочу быть профессиональным в своей деятельности и правдивым корреспондентом, это быть непредвзятым сначала. И всегда перед глазами то, что меня видит Всевышний. Важно проверять информацию, ни в коем случае не доверять непроверенным источникам, слухам, предположениям. Важно уметь, оказавшись на выезде, разобраться, не принимая чью-либо сторону. И еще сохранять человечность не на словах, а на деле. Помнить, что за каждой новостью стоят судьбы людей, быть тактичным, особенно в трагических и чувствительных темах. Особая гордость любого телеканала – его ведущие, самые узнаваемые лица, которые день за днем приходят в ваш дом. Сейчас я свою жизнь просто не представляю без этой сферы. Очень нравится мне здесь работать. Больше нравится, что я к телезрителям обращаюсь на родном языке. Помимо новостей, в нашем эфире выходят прямые включения интервью, правовые и аналитические программы. За последние 2 года мы запустили новые успешные проекты, такие как «Горы Лайв» и «Магаз Лайв». Эти программы в режиме реального времени обсуждают самые интересные темы с самыми интересными гостями. Очень интересно вести такой проект, ты знакомишься с разной молодежью, выдающейся, которая пишет новую историю республики, можно сказать, создают какие-то интересные проекты, участвуют в различных конкурсах. Рассказываем мы также о башенных комплексах, полностью о событиях, которые происходят у нас в республике, также в принципе в стране. Пока ведущий в студии говорит в эфире, за кадром кипит своя невидимая зрителю жизнь. Именно благодаря профессионализму монтажеров, операторов, звуковиков, водителей, инженеров и всего технического персонала мы можем творить и создавать тот качественный контент, который вы видите с экранов. Люди, они смотрят и хотят видеть красивую картинку, хотят знать, как это произошло. Нужна какая-то последовательность, нужна какая-то логика. И ты вот тот человек, который, наверное, создает эту картинку и показывает им
в нужном русле, в нужном направлении. Ну, моя задача как телеоператора заключается в том, чтобы как можно более информативно передать события с места происшествий, если это репортажная съемка. Если портретная съемка, то как можно более лучшем, так сказать, свете преподнести человека, о котором идет речь. Есть такое понятие, как детальные планы. Детальные планы, они нужны для того, чтобы более подробно описать настроение героя и показать телезрителю все его отношение к той или иной проблематике. Современное телевидение уже давно не ограничивается эфиром. Мы активно развиваем цифровые площадки, чтобы быть еще ближе к зрителю. Наш контент можно найти на Ютубе, в Дзене, во Вконтакте и в Телеграме. А совсем недавно у нас появился обновленный сайт. Самая главная площадка на сегодняшний день – это наш сайт официальный, который запущен совсем недавно. Это новая площадка абсолютно во всем. Самое главное в нашей работе – это оперативность. Мы стараемся по максимуму оперативно выложить весь видеоряд, который выходит у нас в эфир. В этот день мы не можем не вспомнить и о наших коллегах, освещавших израильскую целенаправленную агрессию против мирных жителей Палестины. Это стало одной из самых смертоносных миссий для журналистов за последние десятилетия. По данным на август 2025 года, с начала активных боевых действий в Газе погибло более 200 сотрудников средств массовой информации. Телевидение – это огромный часовой механизм, где важна каждая, даже самая маленькая деталь. И сегодня мы от всей нашей большой команды хотим поздравить коллег с профессиональным праздником. В этот день сотрудников ингушского телевещания поздравил и глава республики Махмуд Али Калиматов. Цитата: «Сегодня отмечается Всемирный день телевидения. Хороший повод сказать слова благодарности всем, кто работает в телевизионной сфере. Режиссеры, ведущие, корреспонденты, операторы, монтажеры, сценаристы, продюсеры. Каждый из вас делает эфир содержательным и интересным. Благодаря вашей работе телевидение остается надежным источником информации и важной частью нашей жизни. Поздравляю коллективы НТРК «Магаз» и ГТРК «Ингушетия» с профессиональным праздником. Пусть ваша работа и дальше помогает людям лучше понимать жизнь республики, страны и мира. Для нас это не просто работа, это призвание. Спасибо, что остаетесь с нами. Хадиджа Ивлоева, Рахим Микажев, «Магаз 24».